Маргаритки и гортензии, лаванда, розы, орхидеи и даже колючий чертополох. Красота этих растений увековечена в ботаническом барельефе Лейлы Акоевой. Мастерица, прослужившая около 20 лет в органах внутренних дел, и предположить не могла, что после выхода на пенсию посвятит жизнь творчеству. А началось все с обучения живописи в мастерских известных осетинских художников. Творчеством я занималась с детства. Любила разнообразные занятия, рисование, лепку, вышивку, шитье и много-много чего еще. Ну вот, когда закончила школу, как-то не связала свою жизнь с творчеством, поступила в СОГУ на географический факультет. Когда закончила, вышла замуж. Потом через несколько лет я начала работать в системе МВД. Проработала до выслуги лет, ушла на пенсию. Вот где-то уже 6-й год, как я не работаю. И появилось у меня время для себя, для творчества. Видимо, все-таки творчество тлело во мне все эти годы, никак не могло, видимо, проявиться, хотя у меня были предпосылки, конечно. Мне захотелось рисовать. Я еще даже когда работала, я узнала, что есть курсы по рисованию, и решила пойти туда, попробовать поучиться рисованию уже более профессионально. Ну, я посетила, может, занятий 10, потом из-за работы у меня не было возможности продолжать, и, в общем, я оставила это. Ну, когда уже ушла с работы, все-таки начала опять рисовать сама, самостоятельно, по видеоурокам, карандашом рисовала, потом гуашью. Сейчас уже, когда смотрю на эти работы, конечно, они очень для меня уже такие смешные, детские какие-то, но мне казалось, что у меня очень хорошо получается. Но я решила все-таки попробовать уже более профессионально заниматься этим. И узнала о студии Юрия Бесалова. Юрий Хаджимуратович дал мне, конечно, очень многое. Самое главное, мне дал веру в себя. То, что у меня все получится. Вот это самое главное. В человеке дремлет художник, и при желании его можно разбудить, считает Лейла Акоева. Ей повезло. Она, как и многие взрослые люди, которые в молодости не стали заниматься любимым делом, но мечтали об этом, спустя годы приобретала знания и овладевала навыками в студиях изобразительного искусства известных художников Осетии. Живопись с помощью чудесных переливов красок, а также форм и линий, объединенных в композицию, помогала визуализировать мысли, передавать настроение и восприятие мира автора. Ну, вот эти работы, они написаны акрилом. Я их создавала в студии Сергея Савлаева. Я к нему тоже ходила в студию. И вот это пионы у нас. Это мужской монастырь, всем известный, который расположен в Феогдоне. Процесс создания полотен увлек Лейлу. Творчество позволяло открыть миру душу, остановить даже не мгновение, а впечатление или воспоминание, рассказать историю с помощью всевозможных изобразительных средств. Иногда мастерица черпала вдохновение в картинах известных живописцев и художников-любителей. Иногда свои внутренние ощущения передавала при помощи абстрактных изображений, но большинство ее работ все же относятся к интерьерной живописи. Это скорее дизайнерские произведения. Они не несут глубокого смысла. Их роль в том, чтобы расставить яркие акценты и создать особенную атмосферу в помещении. Эта картина называется «Море». Это репродукция картины Юрия Предко. Я решила ее повторить, мне очень она понравилась. Я очень люблю море. И получилась такая картина. Эта картина чисто интерьерная. Она написана акрилом тоже и использована текстурная паста. Это работа магнолии, написана маслом. И поместила в такую круглую рамку. Творческий человек всегда в поисках новых впечатлений, говорит Лейла Акоева. Мастерица видит возможности повсюду и пытается найти себя в разных направлениях создания чего-то оригинального и ценного, способного вызвать эмоциональный отклик. Так появлялись очередные увлечения. Она пробовала себя в искусстве ручной росписи ткани, в создании ботанического барельефа. Я когда-то еще занималась росписью по ткани. Мне тоже понравилась эта техника. Это можно украсить любую вещь, она будет эксклюзивной. Куртки можно украсить, сумки. Я в основном шоперы раскрашивала. Получается очень интересные изделия тоже. Но потом какое-то время у меня был перерыв.
Уже вот рисование, мне хотелось чего-то нового, я решила попробовать что-то другое. Увидела в интернете, листая, увидела работы по ботаническому барельефу. И мне очень понравилось, захотелось этим заняться. Материал я выбрала не очень подходящий, поэтому первая работа не получилась прям такой уж идеальной. Ну, все равно мне понравилось. Вот этот отпечаток, он был, конечно же, хороший, но сама работа, конечно, не совсем получилась. Ну, потом я уже начала искать информацию. Сам процесс меня больше заинтересовал, он очень был интересный. Когда делается отпечаток растений, они отделяются от глины и заливаются гипсом. Получается детализация. Видны все лепестки, листочки. Даже ворсинки на стеблях, даже они бывают видны. Конечно, это меня очень привлекло, было очень красиво. Лейла Акоева решила красоту, подсмотренную у самого великого творца природы, увековечивать в гипсе и создавать ботанические барельефы. Сегодня их у мастерицы великое множество. В работе используются не только гипс, но и мягкая глина, а также садовые и полевые цветы и травы, ветви деревьев, колосья пшеницы. Цветы подходят очень многие, можно сказать, большинство цветов. Дикорастущие, конечно, лучше всего, потому что они имеют такую структуру более такую жесткую, и получается хороший отпечаток. Розы я тоже делала, но, правда, мелкие розы подходят. Мелкими розами можно делать барельефы, пионы можно тоже не крупные. И вот гортензии, из гортензии получаются прям волшебные барельефы, мне не очень нравятся. Сухоцветы нельзя использовать того, что они могут рассыпаться, потому что глина, это же раскатывается же на глине, и могут они могут рассыпаться, и не получится рельеф. И вообще достать их потом очень сложно, и, конечно же, там не получится никакого барельефа. Отпечатки растений получают путем вминания их в сырую глину. Для этого автор продумывает композицию из растений на плоскости и подготавливает форму для будущего барельефа. Этот барельеф я буду делать из скимии. Это растение называется скимия. Так я его располагаю на глине. Нужно выровнять все листья, придать форму. Я примеряю форму и смотрю, чтобы растение оно попало именно в пределах формы оно было. Вминаю растения, листья, соцветия. Это делается очень долго, чтобы получилось красиво. Теперь растение вынимается из глины очень аккуратно. Нужно аккуратненько вытащить каждый лепесток, стебель. Так. Вот я сейчас ставлю форму и края буду закрывать глиной, чтобы гипс не вытек. Сейчас я разбавлю гипс водой и будем заливать. Сначала наливается вода, потом уже засыпается гипс. Сейчас я буду заливать гипсом нашу работу. Эта сетка нужна для того, чтобы не было комочков. Потом они бывают, отображаются пятнами на работе. Сейчас чуть она будет застывать, я тогда вот этот подвес туда вставлю. Вот гипс затвердел, уже можно снимать опалубку. Я убираю глину лишнюю. Получилась такая работа. Ее нужно будет высушить, обработать края, зашлифовать. И будет уже чистенькая такая работа. Не знаю, буду ли я ее тонировать, посмотрим, как будет она выглядеть. Сейчас я буду влажной губкой убирать глину с барельефа. Там немного остается.
Глину можно использовать много раз. Она многоразовое использование. Ее нужно просто будет увлажнить, и будет она готова к работе. Создание ботанического барельефа достаточно длительный и трудоемкий процесс. Время работы над одним изделием около 1,5 недели. Но результат полностью оправдывает все ожидания. Труднее всего работать, конечно, с глиной. Ее нужно будет, бывает, подготовить. Она должна быть достаточно увлажненной. Но это очень сложно сделать вообще. Это такая физически очень тяжело, конечно. Особенно когда большие объемы, когда делается большой барельеф, то нужно много глины, конечно. И вот это физически тяжело. А так с гипсом несложно работать. Просто нужно знать пропорции. И все получается тогда. Занимает создание одного барельефа минимум 3 часа. И то до состояния, вот как отделяется глина от гипса. И потом обрабатывается, сушится где-то неделю. Потом нужно это все отшлифовать, выровнять. Ну и потом уже решить, буду я тонировать или нет. Точный повтор изделий ручной работы, особенно ботанического барельефа, невозможен. Ведь получить 2 одинаковых оттиска растения, которое сразу после использования приходит в негодность, нельзя. Это штучный товар. Каждая работа уникальна, конечно. В природе нет повторений, как мы знаем. Растения тоже не повторяются. Естественно, даже одно и то же растение, оно получается по-разному. Рождение каждой работы – это, конечно, эксперимент. Я никогда не знаю, что может получиться, потому что у меня бывает, когда несколько видов цветов. Их нужно бывает расположить в композиционном порядке, чтобы было красиво. И тогда я уже понимаю, что из этого получится. Лейла Акоева дарит мимолетной красоте вечное существование. Воссоздать глубину и объем ветвей, листьев, цветов и плодов помогает техника барельефа. А вот добиться реалистичности позволяет роспись. Но иногда и в монохромном исполнении изделия производят потрясающее впечатление. Вот у меня есть такая работа, это гортензия. Гортензия прекрасно получается в барельефе, дает очень хороший рельеф, отпечаток. Этот барельеф, я решила на него заказать багет. Мне кажется, она очень красиво смотрится. Роскошно смотреться в интерьере. Эта работа сделана из подснежников. А я их делала на такой цветной глине, и она имеет такой розоватый оттенок. Ну, соответственно, я сделала фон тоже розовый, поместила в рамку. Тоже красиво очень. Это у меня орхидея. Орхидея получается прям очень изысканно, нежно. Я ее решила затонировать, потому что орхидея без тонировки смотрелась бы, наверное, не очень красиво. Я решила затонировать. Есть у меня еще одна гортензия. Она пока у меня не затонирована, буду тонировать. Вот просто посмотрите отличие затонированной гортензии от нетонированной. Все-таки выиграет тонировка. Вот этот цветок называется альстромерия. Получается тоже очень нежно и красиво. Тоже затонировано. Я все вот эти работы с альстромерией тонирую. Вот это гербера. Я ее сделала по форме цветка, в круглой форме. И решила ее поместить на подставку. Такой деревянной подставки, которую я тоже тонирую. И они прекрасно, такие работы подходят для кухни. Это тоже из такой же серии. Тоже огородное растение, тоже на подставке. Это у меня лаванда. Я очень люблю с ней работать. У меня есть много работ с ней. Они еще не все готовы. Я буду все тонировать. И решила сделать из нее вешалку. Вот такого размера, такой формы. Тоже это деревянная подставка. Я ее прокрасила акрилом. Вот деревянные ручки. В общем, такая. Я решила сделать еще миниатюры. Нескольких вариантов, разных форм. Их можно использовать как аромасаше. Гипс очень пористый материал, и он впитывает запахи, и может сохранять запахи до 3 недель. Можно нанести какие-нибудь аромамасла, запах, который вам нравится, и будет как вот освежитель для вашей комнаты. Лейла Акоева – творческая личность. Для нее источником вдохновения может стать любой предмет, попавший в зону внимания. Благодаря этому рождаются новые замыслы, идеи, планы и, как результат, уникальные произведения. С недавних пор мастерица увлеклась галечным искусством. Разноцветные небольшие камешки она собирает летом на морском побережье. Получаются такие необычные картины.
Галечным искусством я начала заниматься совершенно случайно. Мы с детьми ездили на море практически ежегодно. Естественно, собирали камушки. Я сама их очень любила разглядывать. Какие-то интересные я тоже собирала. И как-то, они в коробке они у нас лежали, и как-то я вот решила, я увидела опять же в интернете картинку из гальки, она мне очень понравилась, думаю, дай-ка я попробую собрать. И вот я собрала, и так мне понравилась эта работа. Очень интересно, конечно, было. Как раз проводились ярмарки Хиконт, и я там участвовала, и решила помимо своих картин взять с собой и работы из гальки. Они, знаете, имели очень такой большой успех, люди проявляли очень большой интерес. Свои запасы рукодельница сортирует и раскладывает по коробкам. Говорит, это очень удобно. Не приходится долго искать нужный камень для создания лаконичных картин. Камни у меня распределены по формам, по размерам. Здесь у меня головы, круглые камни. Здесь у меня руки, ноги, где-то даже туловище может быть. И вот туловище побольше, они у меня вот здесь расположены. И разные вот мелкие. Вот еще мелкие у меня есть такая галечка, она даже еще с ракушками, с этими обломками. Тоже я их использую тоже очень часто. В руках Лейлы Акоевой россыпь мелких камней неизменно превращается в миниатюрные, но такие искренние истории о любви, дружбе, семье и философии жизни. Каждая тема зашифрована в символах, которые автор сначала продумывает, а затем переносит на поверхность будущей картины аппликации. Это непростая задача. Нужно обладать не только богатой фантазией, но и художественным вкусом, увидеть в камне черты будущего персонажа, подобрать сопутствующие детали и сложить их в своего рода пазл, где каждый элемент имеет большое значение. Это мои галечные любимые картинки. Они у меня про любовь все-таки. Тут у меня пары, семьи. В зависимости, сколько детей. Вот, посмотрите. Здесь 2 детей, мама, папа. Вот здесь тоже мама с ребенком. Такая работа. Здесь тоже ребеночек в колясочке. Здесь у нас уже папа с ребенком. Вот разные пары, в разных вариантах. Такие. Здесь на камушке они сидят. Вот это моя будущая работа. Это будет парочка, которая женится. Тут у меня девушка и парень. Есть даже у меня фата, которая будет тут на голове. Есть вот такое кружево, которое будет по низу платья. Все это я буду приклеивать, и будет такая работа интересная. Творчество помогает отвлечься от забот, становится убежищем от повседневной рутины, стресса и проблем. Это своеобразная арт-терапия, благотворно влияющая на эмоциональное состояние. Оно способно подарить радость и вдохновение, открыть перед человеком новые горизонты и возможности, считает Лейла Акоева. Творчество, конечно, очень важно для человека. Любой человек имеет творческие способности, но просто не все их развивают. Даже некоторые не догадываются об этом. Если человек имеет желание заниматься творчеством, он сделает это. И в любом случае творчество его найдет. Мне кажется, нужен художественный вкус, чтобы у человека был. А так все можно это наработать. Главное желание, огромное желание, потому что это сложное все-таки занятие. Желание должно быть большое и усердие. Я желаю всем найти себя в творчестве. Это, мне кажется, в наше время это очень необходимо. Воплощать мечты, раскрывать свои таланты никогда не поздно, уверена рукодельница. Это длительный, интересный процесс, и для каждого он индивидуален. Главное – не терять энтузиазма и верить в свои силы. Ведь успех зависит от непрерывного труда и развития собственных навыков.